Запад опять взволнован ситуацией с правами человека в России. А как с этим обстоят дела в Ингушетии? Какая критика заслуживает внимания, а что является вымыслом? К какой работе и почему решено привлекать жен и вдов боевиков? Чем наш Кавказ способен накормить арабский мир и легко ли это руководить регионом, в котором весьма велико влияние муфтиев и старейшин? Поговорим об этом с главой республики Янузбеком Ивкуровым. Янузбек Баматгиреевич, скажите, вот в недавнем рейтинге, так называемом народном рейтинге губернаторов, вас поставили на достаточно такую высокую позицию, на 5-м месте вы там находитесь. Вам это льстит? Или вы это не фиксируете? Ну, фиксируем, конечно, и сегодня рейтинга, и по учетам рейтинга не только там делает оценку и вышестоящее начальство, оценку делает и население. Сегодня все купаются, так будем говорить, в соцсетях. Эти рейтинги, конечно, влияют. Поэтому это одно. И второе, ну, я же тоже, каким бы я ни был человеком, тоже, чиновником, я же человек тоже. И какие-то хорошие, в хорошем смысле, если рейтинг, конечно, это меня льстит. И это тоже показатель нашей работы. И того, что мы, в принципе, если на такой высокой планке, значит, мы не зря работаем, и это мотивация к дальнейшим нашим действиям. Хотя, должен сказать, что я про это узнаю тогда, когда какие-то рейтинги выходят. Мы не ради рейтингов это все делаем, тоже точно. Ну, может быть, вам теперь по соцсетям кто-нибудь сигнализирует о том, что такой рейтинг появился? Вы, я так понимаю, широко представлены там? Пресс-служба. Ага. Да, пресс-служба сигнализирует, да. Еще такой вот забавный достаточно элемент. Вы недавно испытали на себе пробный ЕГЭ по русскому языку. Не секрет, сколько баллов получили? Ну, я, наверное, еще не получил там никаких баллов. Почему? Потому что я ответил, если там на 4 вопроса и поехал в аэропорт. Я опоздал на самолет, потом мне культурно разрешили уехать. Но задача была не в том, что какой я балл заработали те чиновники, которые там были, и общественники, и сколько баллов они заработают. И я, и они на своей шкуре мы просмотрели, даже для нас, насколько это волнительно. И для меня сейчас не является странным, что там дети и у нас, и в других регионах на экзаменах падают иногда в обморок. Это волнение, оно все-таки сказывается. То есть вы волновались тоже? Да, ну, не то, что волновался, но волновался по поводу того, что я не совсем понимал, что с этими комплектов КИМов делать, да, которые в руки попали, их много, их надо там каждую клеточку заполнять. И мое волнение было не то, что волнение, а беспокойство было в том, что вдруг я что-то неправильно напишу, там ошибку сделал, значит переписывать надо. Ну вот как бы вот это. И параллельно я сравнивал себя с ребенком, который должен прийти туда на ЕГЭ, который должен дать зачет или сдать экзамен на предмет своей пригодности дальнейшей там поступления в ВУЗ или там СУЗ или там другое учебное заведение. И у него волнение и перед учителями, и перед вот этой атмосферой, когда он знает, что и сзади, и спереди камеры, видеокамеры, его везде видят. И главная ответственность перед родителями, которые ждут от него там определенных результатов. То есть до экзамена он мог там каким-то образом там хорошими оценками прикрываться, пыль в глаза пускать, а экзамен это все равно основное. И, конечно, вот это волнение, а вдруг я родители подведу, они же думают, что я хорошист или отличник, а тут я получаю несоответствующий балл. Вот это волнение. Поэтому хорошо, что мы это прошли. И, кстати, после этого я дал определенное поручение, установки, чтобы более подробнее сейчас в ходе подготовки к единому государственному экзамену именно объяснять, что нужно делать ребенку уже непосредственно уже перед сдачей, когда он заходит, когда садится, чтобы у него было меньше волнений. И вот эти КИМы, которые там выкладываются, на них уже проводить чисто уже пробные экзамены, чтобы они уже привыкли, как надо заполнять. Почему? Потому что это все-таки для ребенка это так тяжело будет. Вы знаете, вот западных правозащитников традиционно волнует состояние дел с правами человека в России. В целом, ну и на Северном Кавказе в частности. Вот у вас какое отношение к тем оценкам, которые они дают? Кажутся они вам справедливыми или категорически несправедливыми?
Если смотреть вообще на Запад, то особенно последние годы мы видим совершенно необоснованные претензии. Только по правозащите, там, вообще во всем. Начиная там, от спортивных, там, заканчивая там, санкциями, попытками влиять, мешать и выставлять нашу страну ну, чуть ли не агрессором, чуть ли не проблемой всего мира. Да? Хотя при этом, делая в мировой практике, сами же создавая проблемы, мы берем те же там, арабские государства, где там уже ну, не одна уже цветная революция, берем тоже Украину, где не мы, а что не мы, а сами же сотворили вот это сегодняшнее состояние Украины. И поэтому я здесь не удивляюсь, что и по правозащите нас будет там где-то в какой-то степени обвинять. Но опять же, давайте смотреть примеры. Вот сейчас проходили мероприятия или там беспорядки в Париже. Проходили беспорядки там года 3 назад в Лондоне. Там в Вашингтоне вот сейчас выбрали президента, это самая демократическая, как они называют себя, страна. И все, кто был вчера у власти, резко воспротивились. То есть такое, да. И вот этот как мыльный пузырь, вот сама демократия это лопнула. Почему? Потому что, ну как так? Мы всегда наблюдали так, что президент или кандидат в президента, который не выиграл, первым делом поздравлял избранного или там президента, который выиграл. Да? Но формально здесь тоже то же самое произошло, да. Но потом эти же товарищи, их же дети, сами на митингах против уже избранного президента. Это тоже как раз, когда им выгодно, демократия, когда не выгодно, значит это все незаконно, это все неправильно. Поэтому я не серьезно отношусь к тем оценкам, которые дают там по правозащите у нас. Уж поверьте, я, по крайней мере, может у них, конечно, такое есть, но я, например, не видел такого общения президента там и США, и глав государств европейских с правозащитниками, как у нашего президента, периодически. И таких организаций, которые, мне уж точно поверьте, как глава региона я это всегда чувствую, общественные организации, которые в том числе очень сильно работают в целях защиты прав человека в стране, как у нас, которые есть, в том числе и Совет по правам человека при президенте, в том числе и Общественная палата, Общероссийский народный фронт. Много организаций, которые работают. Но если Европа или западные партнеры, они считают правозащитниками только тех, кого они финансируют, и те, которые не ведут правозащитную в своей степени, в большинстве там, хотя это тоже там присутствует, но прикрываясь этим, еще пытаясь что-то другое делать, ну, это уже их дело. И, конечно, к этим оценкам можно и прислушаться. Ну, я думаю, что в своем большинстве к ним лучше не прислушиваться. Потому что у нас есть колоссальный опыт именно в защите прав человека, и нам уж точно в этом вопросе не на кого равняться. Ну, то есть внутрироссийские правозащитники, общественные организации Евкурову не мешают в Ингушетии? Ну, я всегда помогают? Я всегда говорил и говорю, что любая организация, которая критикует власть, она всегда помогает. Да, она неприятна, критика и все остальное, но в любой критике, даже если не обоснованно, все равно есть какое-то зерно полезного для власти. Это раз. И второе, это все-таки тот надзор над властью, несанкционированный такой надзор над властью, который позволяет в какой-то степени власти не дремать, а выполнять свои обязанности. Поэтому ничего плохого нет. Мы сейчас говорим про критику правозащитников непосредственно глав регионов. Я сам раз в квартал мы собираемся с правозащитниками, с общественными организациями. Я сам их прошу, где-то не только там муниципальное образование, но и ключевые министерства, где больше всех там коррупциогенно опасных направлений или там недовольство населения, это и Минтруд, и социальное развитие, Минздрав, Минобр или другие организации. Критикуйте. Я сам прошу не просто критиковать, а проверять, смотреть, и рабочие группы создаем из них. Поэтому А вас за что критикуют? По-всякому. И за жилье, и за дороги, и за невыплаты. Вот сегодня я получаю очередную информацию, вечером у меня будет плановое заседание правительства, там будет вопрос поднимать по пособиям для детей, почему вовремя не выплатили. То есть это текущие вопросы, которые постоянно есть и будут. Ну плюс наибольшая критика, когда начинается перед определенными выборами, и
Это тоже за год, за полтора года начинать вот это там проект исполнения тех планов, придуманных кем-то там, для того, чтобы или же выиграть какие-то там политические дивиденды, или же там накалить обстановку. То есть это все такие уже вещи, которые уже не один раз проходили, и мы и готовы, и не готовы, ну по-всякому. Поэтому всякая критика у нас есть, и ну, я уж точно, у меня голова от этого не болит, но я вам скажу, еще точнее, мы без внимания критику не оставляем. Мгм. И выводы будут сделаны. Не, выводы делаем, и там, где критика реальная, и там, где есть реальная тема, я не стесняюсь говорить тем, кто это все выложил или там критикует, сказать спасибо в том числе. Скажите, а что вот для вас, как для главы региона, главная сложность? Ну вот по основной вашей работе бюджет? Нет, я бы не сказал, что бюджет. Главная сложность — это правильное понимание целевых задач. Что сегодня важнее? Почему? Потому что очень важна социалка. Ее нужно поднимать, ее нужно подтягивать, тем более она очень сильно, ну, колоссально отстает от других регионов, в том числе Северного Кавказа. Но при этом очень важна экономика. Чтобы содержать социалку, надо уметь зарабатывать. Вот это вот две пропорции, которые мы не можем сопоставить. И без помощи федерального центра эту задачу не выполнить. Вот здесь есть сложность. Почему? Потому что не хочется постоянно быть и просящим, хотя темпы развития у нас очень хорошие по сравнению с другими регионами. Но тем не менее, вот эти самые там такие сложные моменты. Остальное то, что бюджет есть, и мы, да, и ужимаемся, и максимально там и снижаем и госдолг, потому что республика сейчас попала в одно из лучших регионов по снижению госдолга за 2016 год. Но тем не менее, конечно, ну, тема вот именно найти золотую середину в социалке, в экономике, что важнее, что первичное, и чтобы они две направления одинаково развивались и одинаково были взаимосвязаны и сочетались с доходами, с расходами. Вот это, как, мне кажется, это такая более важная тема для главы региона. А на чем зарабатывать-то? Вот я тут слышал, вы на экспорте планируете зарабатывать, кроме прочего. Ну, по-разному. Иностранные партнеры у вас крупные? Нет, по-разному. По-разному. На экспорте мы особо не заработали до сих пор. Да? Разовые компании, разовые мероприятия, в том числе индивидуальные предприниматели, там, коммерсанты, которые и так участвуют в различных товарооборотах, там, или экспорте товаров, импорте товаров в республику. Но сегодня, с учетом санкционного периода, у нас есть возможности и развития агропромышленного комплекса, у нас есть возможности экспортировать. Одним из таких партнеров, первым партнером, это были Арабские Эмираты, куда наши предприниматели договорились поставлять мед. А вторым уже партнером, более крупным, появился уже Королевство Саудовской Аравии. Мы уже там побывали, поработали. Сейчас вот в марте уже, 25 кажется, марта выезжает наша делегация туда. Мы будем, наши инвесторы, арабским предпринимателям представлять инвест-возможности и предложения Республики Ингушетия. И мы просмотрели те наши возможности сегодняшние, а сегодня мы можем довольно серьезно поставлять и мед, и фрукты, и овощи. Но есть, я чувствую, что-то слаще меда и фруктов. Нет? Нет, ну, знаете, это у нас довольно хороший бренд. Да. Поэтому мы можем это все поставлять, и уже есть договоренность, уже пробная партия направлена, уже сейчас поставляется мед и туда, и туда. Поэтому разные есть направления. И плюс не только поставлять, но и привлечь инвесторов Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов в республику для развития агропромышленного комплекса, для тепличного хозяйства, для воды, которые могли бы здесь это все вырабатывать, отправлять себе на родину, уже поставлять. Поэтому есть такие задачи, не только Саудовская Аравия, не только, но и Турция, Китай, и другие направления. У нас работа идет такая хорошая. То есть интерес западные инвесторы проявляют, и не только западные? Нет, проявляют, и с каждым днем это будет больше. Почему? Потому что мы сейчас реализуем два проекта. Это птицекомплекс Южный,
который даст хорошее количество в тоннаже мяса, халяльное мясо индейки. Это, опять же, и для арабского мира очень хорошо. И в этом году в Сочи мы заключили соглашение на бройлерную птицу, тоже халяльного производства. И в прошлом году начата работа, и в этом году она продолжена по и бройлерной птице, по яйцу. То есть халяльное направление, где, я думаю, что для арабского мира это тоже будет, не только для арабского, но и для внутренних регионов это будет полезно. Вот управление, в принципе, государственное управление и в России, и вообще в мире, такая достаточно сложная задача. А на Северном Кавказе она еще имеет определенные этнические, религиозные и прочие особенности. Всегда у вас получается пройти вот между Сциллой и Харибдой? Всегда вот получается обратить на пользу те самые особенности, которые есть в Ингушетии, или есть проблемы какие-то? Нет, не всегда получается. И сегодняшняя ситуация, она тоже не говорит, что мы там довольно серьезно стабилизируем обстановку именно в этом плане. Есть определенные проблемы, но это, я считаю, рабочий момент. Есть согласие и несогласие. Власть, мы же говорим, что религия отделена от власти, хотя все в рамках закона. Но, тем не менее, есть такие определенные проблемы. Но это проблемы, которые решаются местечково, мы сами решаем. Они не выходят за пределы республики. Поэтому, конечно, в большинстве случаев мы с пониманием друг к другу относимся, но все равно есть правила игры, которые выходят за рамки даже закона. Да, нам хочется всем жить в рамках закона, но есть старший, младший, есть определенные вещи, которые надо уметь соблюдать. Вот умение... Старейшины, например, вмешиваются, как-то пытаются вмешиваться в принятие? Старейшины, да. Бывает такое, что когда кого-то увольняешь с работы, старейшины могут прийти, пожурить, сказать, а почему нас не предупредили? Просто так. Могли бы нас предупредить с нашего типа, мы бы ему ай-яй-яй, там, типа, вот такие вещи. Но бывают моменты, что и сам прибегаю к помощи старейшин. То есть такие моменты. Поэтому по-всякие. И духовные лица то же самое. Но скажу, что больше пользы, чем вреда. Это больше пользы. Мы, привлекая и духовных лиц, и старейшин, и другие общественные институты, в том числе Совет Тейпов, мы это только выигрываем. Почему? Потому что одно дело, когда ты языком чиновника разговариваешь, а другое дело, когда ты за спиной ставишь союзников, тех же простых людей или общественников. Это более такой весомый аргумент в решении каких-то споров или ситуаций. То есть вы полагаете, что вам все-таки удалось найти общий язык с этими достаточно влиятельными общественными организациями? Ну, знаете, в своем большинстве да. Есть все равно в каждом субъекте региона, в том числе Ингушетии, ряд там и общественных, там, и других организаций, которые не только при этой власти, при каждой власти они были там в оппозиции. Да? Но это тоже нормально, я считаю, что ничего здесь нет сверхъестественного. Мы их понимаем, мы их видим, мы с ними работаем. Там, где они нас не понимают, не понимают, ничего не сделаешь. Поэтому это как закон физики. Поэтому я особо на это не заморачиваюсь, но при этом я бесспорно всегда говорю управлению внутренней политики, администрации, что с этими людьми надо работать, разговаривать. И у меня есть в плане, и раз в квартал, когда мы встречаем, мы всех приглашаем, и их тоже приглашаем. Приходите на площадку и задавайте мне те вопросы, которые вы мне пытаетесь там задать в интернет-ресурсах. Просто скажите, что вас гложет, какие проблемы. А я вживую вам буду отвечать. То есть, так они могут в любое время ко мне прийти, независимо от плановой совещания или не плановой. Вот скажите, что за инициатива создания общественного совета, куда должны войти вдовы боевиков? Нет, это для чего? Это не инициатива, это даже не то, что инициатива. Мы создали, у нас есть общественная матери Ингушетии. Я задаю вопрос, почему у вас нету вот тех же вдов уничтоженных бандитов, боевиков, или находящихся в розыске. То есть почему они оказались в стороне? Вот не более того. Они должны быть также привлечены в работу общественной организации, их надо слушать, им надо помогать.
им надо помогать. Почему? Потому что они в рамках законов Российской Федерации являются гражданами России. Они смогут смотреть друг другу в глаза? Дети, ну, во-первых, и смотрят, и разговаривают, и общаются. И во-вторых, вот если бы они не смогли друг друга смотреть в глаза, тем более эту работу надо было проводить. Почему? Потому что мы в одном пространстве живем, мы все друг друга знаем. И вот это сближение, это больше эффект дает положительный, чем отрицательный. А, естественно, вот эти там вдовы или жены боевиков, мы с ними не будем общаться, это неправильно. Я больше думаю не про самих женщин, хотя про них надо тоже думать, но я думаю больше про детей, которые растут, в какой среде они должны вырасти. И поэтому мы, обсуждая коллегиально такие вещи, приходим к мнению, что этих вдов или жен, там, находящихся в розыске или там, в тюрьме членов бандподполья, надо привлекать к общественной жизни, с ними работать, ну и, естественно, и не то что контролировать, но и следить за тем, насколько они втягивают своих детей в эту авантюру своего отца, там, который или погиб, или сидит в тюрьме, или же они детей ведут с учетом тех ошибок, которые совершил отец. То есть разные формы есть. Их нахождение в общественном совете только принесет плюсы, и минусов не будет, я думаю. А как обстоят дела с противодействием коррупции, на ваш взгляд? Насколько успешно продвигается работа? Сколько коррупционеров посадили? Ну, здесь, знаете, здесь, да, порядка, если считать, я думаю, что более 20 там, я по крупным посажать, я не беру там мелких, да, это раз. Но здесь нет такой цели, задачи, там, плана выполнить по коррупции. А есть, как я уже говорил, там, коррупциогенно опасные направления, да, где мы их видим, мы их выявляем, мы над ними работаем, в том числе и установкой видеонаблюдения, если мы берем там тот же пенсионный фонд, там, тот же Министерство труда, там, или другую организацию, где люди соприкасаются с решением своих вопросов, проблем. Да, и там, где у него могут требовать взятку. Но опять же, эту же взятку могут у него потребовать не в кабинете, где видеокамера стоит, а могут там за день до этого там где-то уже дома у себя встретиться и переговорить. Могут вообще просто безналичным платежом перевести? Да, ну всякие формы есть, но я скажу, что если коротко сказать, то с коррупцией, борьба с коррупцией она идет плановая. И хорошая работа и ФСБ, и МВД, общественных институтов, прокуратуры, счетной палаты, дает свои плоды и результаты. Ну, еще одна, наверное, такая беда российского чиновничества – это халатность и разгильдяйство. Вам как часто приходится сталкиваться с подобными вещами? Я бы не сказал так, что российское чиновничество халатное и разгильдяй. Я не соглашусь с этим термином. Здесь, наоборот, можно по-другому сказать. Такая заложенная в сознании людей информация, информативное какое-то такое состояние людей, что чиновник — это ругательное слово, чиновник — это обязательно или вор, или... Мне кажется, вот это больше, и в том числе здесь преуспевают ваши друзья по цеху, журналисты. Я не от того, что я чиновник говорю, но поверьте, вот у меня работают там без выходного дня, без нормированного рабочего дня. Я знаю, сколько они зарплаты получают. И когда моих чиновников ругают или говорят, что они бездельники, но я даже не соглашусь с этим никогда. Так же, как и когда про меня это будет говорить. Поэтому здесь не столько, что бездельники, а я по-другому сказал, что тот, кто хочет быть чиновником, он должен понимать, что он под постоянной лупой, под постоянной критикой, и он должен быть готов к этому. Но, конечно, есть те, которые не совсем добросовестно относятся к своим задачам, не оперативно выполняют задачи и не совсем правильно разъясняют людям, почему этого нет сегодня. То есть есть такие моменты, где мы хоть треснем, ничего не сделаем. Ну так и что с этими товарищами-то делать-то? Ну, как вы им объясняете правду жизни? Да, с ними работа идет, вплоть до и увольнения, лишения должности. Это комплексная работа. Но в своей большей степени, конечно, методическая работа, профилактическая работа, так, чтобы каждый чиновник был ближе к населению. Я сейчас пример приведу. При смене парламента, когда выборы парламента республики были, мы провели соцопрос. И для меня было удивительно, что где-то процентов 30 или 40
депутатов не все хорошо даже знают. Мгм. Поэтому нам в ходе выборов пришлось там, и хорошо, что по линии партии «Единая Россия» была система создана предварительное голосование в мае месяце. Мы успели за это время набрать тот коллектив будущих депутатов парламента, которые совершенно по-другому сейчас должны работать. Они должны делать так, чтобы их узнавали. А узнавают как человека, как его узнают? Или по хорошим, или по плохим делам. Если он просто средний, никому не мешает, но все там через год, через два только понимают, а он что, здесь у нас живет или где он живет, да, вот как бы такие темы. Философские, но тем не менее это имеет место быть. Поэтому я понимаю прекрасно, что чиновникам постоянно под прицелом, ну, чиновничий аппарат там и наш, и Россия в целом, они в своем большинстве работают, не покладая рук для результата, что мы сегодня наблюдаем в стране и в республике в частности. Скажите, вот вы какое событие своей жизни в карьерном разрезе считаете самым светлым, а какое может быть самым темным или даже самым страшным? Ну, насчет темного, страшного не скажу. Почему? Потому что все у меня должности в карьере, они были там ожидаемые и долгожданные. И я к этому шел, к этому стремился, начиная там от командира взвода там, и заканчивая там и начальником разведского округа, и другими должностями. И самым таким долгожданным или праздничным, я думаю, конечно, это получение звания генерала для армии. Это, если я раньше поехал за папахой, да, когда в советское время, ну, сейчас начали папахи выдавать полковникам, то сейчас это звучит так, что поехал за счастьем. Генерал — это счастье. Хотя по зарплате это там, ну, разница совершенно мизерная, да, от полковника до генерала. Но все равно это стремление любого офицера стать генералом, поступить в военную академию генерального штаба. То есть есть те атрибуты, которые надо так же, как и у журналистов, пройти, чтобы стать, ну, достичь какого-то результата. А неожиданным для меня, и не скажу ни черный, нет, конечно, неожиданным для меня, я благодарен судьбе, что так случилось. Для меня, конечно, стала должность главы республики. И я совершенно не был к этому готов. И вообще в мыслях не было на это идти. И не планировал. Но так случилось. И я сегодня благодарен. Почему? Потому что мы за эти годы сделали очень много для республики. И оно все равно останется в истории, в памяти. Вот есть такое мнение, что с одним из аспектов не очень хорошо получается. Вот все говорят, что Северный Кавказ должен стать центром туристического притяжения, а не получается. У вас есть объяснение этому? Есть. Ну, мировой опыт показывает, что ни один курорт, что в Египте, что в Турции, что в Австрии, ни один курорт за 3 года, 2 года, 5 лет, 10 лет не выстраивался. Где-то были там сроки и 20, 30, и 40, и 60 лет. Поэтому и курорт Северного Кавказа это не является исключением. Но тем не менее я скажу там про Ингушетию в частности. Если у нас буквально там 5 лет назад по пальцам мы могли посчитать, сколько у нас к нам приехало туристов, в том числе и внутренних, которые с республики могли выехать в Жиравский район, да, даже как туристы, то сегодня это десятки тысяч. Потому что для меня это большой прорыв, большой шаг вперед. Это раз. Второе, у нас своя горнолыжная трасса с обучалкой на 300 метров, где на этой горнолыжной трассе мы проводим ежегодные турниры международные, в том числе среди глухих в этом году уже 2-й раз или 3-й раз провели. У нас есть 2 бассейна великолепно, открытые и закрытые, но открытые и открытые, с трамплином, где проводятся чемпионаты, в том числе Юга России, в том числе Северо-Кавказ федерального округа. У нас есть много маршрутов сделанных, там более 30 маршрутов. И у нас есть много событийных мероприятий, где у нас участвует там, от 20 до 25 до 30 тысяч человек. Поэтому я не скажу, что у нас нулевая ситуация, у нас довольно серьезный прогресс для республики в связи с тем, что было. Но, конечно, хочется большего. Хочется денег, хочется хорошего инвестора, который вложит.
Ну, тоже время нужно. Иманбек Бамангиревич, спасибо огромное за разговор. Спасибо вам за хорошие вопросы, несложные. Даже не пришлось уклончиво отвечать.